любовь к самолету, как говорила тетя Валя, просто фантастическая была. Он наверняка, как она говорила, знаете, моей племянницы, он, наверное, говорит, и в снах, говорит, своих летал. Именно таким запомнился Асе Абдурзакова ее родной дядя, герой России Ширвани Костоев. Этот без преувеличений великий человек застал войну в очень молодом возрасте. Гений авиации, так его называли родные, вспоминает племянница Ася. Своего героического дядю она, к сожалению, не застала. Однако отец и родственники не раз рассказывали ей о жизни и подвигах Ширвани. Как обычно, детство мальчугана тех 20-х, 30-х годов. Он закончил среднюю школу, но вот что... Как моя и мама рассказывала, он был очень любознательным мальчишкой. И в школе он учился прилично, и был прилежным учеником. Обожал физику, химию, математику, черчение и так далее. В Ингушетии никогда не было авиационных училищ, и о полетах наши жители могли только мечтать в те годы. Ширвани всегда отличался острым умом и всесторонней развитостью. Любовь к самолетам у него возникла еще в раннем детстве, благодаря неожиданному случаю. По неизвестным причинам в Галашке приземлился самолет. Ну, естественно, увидеть чудо техники того времени сбежалось все село. И кто первым прибежал там, где приземлился самолет, были школьники. Они даже и не спрашивали у своих учителей, можно, не можем. И вот эта ватага ребятишек, учащихся вместе с Ширвани, окружили этот самолет и просто были в восторге от увиденного. И Ширвани, так как был очень... Ему это было интересно, любознательность его. Он на листке нарисовал самолет и долго, говорит, его рассматривал. Ну, и подошел к нему летчик и спросил, ну что ты там рисуешь? И он ему показал свой чертеж. И он говорит, у вас, говорит, большие способности, вам, говорит, надо учиться. Увиденное настолько запало в его детскую душу, что фантазия быть летчиком мгновенно стала одной из целей его жизни. С таким неожиданным случаем наша страна получила одного из первых ингушских летчиков. Прилежный офицер, настоящий патриот и знаток своего дела. Таким он запомнился друзьям и родственникам. В его послужном списке были десятки выполненных заданий и спецопераций. Однако есть случай в его боевом списке жизни, который Ася вспоминает с особой гордостью. И вот в Балтийском море, когда был дан приказ потопить эскадру немецких кораблей, он вылетел на боевое задание, и вроде бы так все точки сбиты, но вот один корабль никак не подпускал наших летчиков к кораблю. И даже потом тетя Валя рассказывала этот момент, говорит, как Ширвани, говорит, рассказывал, я, говорит, уже не знал, говорит, что делать. Я, говорит, понимал, что бензина, то есть горючего как такого уже на исходе, я должен, говорит, уже вернуться. И вот он, говорит, уже поднялся на высоту и просто, говорит, из-за облаков, говорит, вынырнул и смог сбросить эти бомбы. 9 августа 1949 в авиационной катастрофе жизнь Ширвани Костоева оборвалась. Таким образом, пройдя всю войну, он стал не только героем, но и символом героизма нашего народа. Он похоронен в городе Елгава, это недалеко от Риги, с воинскими почестями. Конечно, это трудно осознавать, и папа очень долго не мог к этой мысли привыкнуть, что такой талант, такой любимый брат больше не вернется к порогу отчего дома. Проект «Лица Победы» — это крупнейший международный банк фотографий и личных историй миллионов людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Наш регион не остался в стороне и принял непосредственное участие в этом проекте. Музей заполнен фотографиями героев не только нашей республики, но и всей страны. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в великую победу и светлое будущее нашей отчизны. В центре экспозиции красуется новый стенд, полностью посвященный героическим поступкам женщин. Надо отметить этот авиаполк, женские ночные ласточки, ночные ведьмы, так скажем. Оказывается, он под Малгобеком разбомбил вражеский штаб, который возглавлял генерал фон Клест, немецкий. Они разбомбили. И мне кажется, что благодаря вот этому подвигу и этой их военной операции и началось освобождение, так скажем, Кавказа. Проект будет и дальше расширяться и пополняться новыми именами героев. Помните, чтить наших героических предков — долг каждого жителя нашей необъятной Родины. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.